Здравствуйте, Водолеи! Сегодня мы будем смотреть Таро прогноз для вас на июнь месяц 2020 года. Работать будем на 3 колодах. На этой колоде мы посмотрим главное, основное событие этого периода. Что же такого важного произойдет у вас в июне месяце? На этой колоде мы посмотрим для вас личную жизнь. И третья, последняя колода – работа и финансы. Все увидим, все посмотрим. Итак, Водолеи, что нам скажут карты, что произойдет у вас, на что нужно обратить особое внимание? Личная жизнь. Вас много, и поэтому мы будем смотреть на личную жизнь 3 варианта. Водолеи. Итак, первый вариант. Для тех, кто в данный период не в паре, один. Второй вариант. Кто находится в браке. И третий вариант. Для тех, кто в паре, но не в официальном браке. У кого просто отношения. Юридически не закрепленные, скажем так. Так, третья колода. Работа для водолеев. Июнь месяц. Здесь у нас будет тоже 3 позиции. Для тех, кто ищет работу, для тех, у кого она есть, второй вариант, что происходит там, на что нужно обратить внимание. И третий вариант для тех, у кого свой бизнес или самозанятые. Ну и последний вопрос, самый интересный, наверное, для многих сейчас, это финансы. Июнь месяц. Ну что ж, приступаем. Итак, уважаемые водолеи, что у нас будет в этом месяце происходить? Итак, основное событие, на что нужно обратить внимание в июне месяце, водолеи. Здесь карты показывают, что у вас будет какой-то подарок судьбы. Получите какую-то большую награду. У кого-то наследство, у кого-то это будет какой-то выигрыш. Знаете, такое неожиданное счастье свалится на вас. А у кого-то, может быть, знаете, такое внезапное, неожиданное повышение по службе или какая-то работа, о которой вы мечтали, даже не мечтали, скажем так, и вы ее получаете. В общем, где-то материальные блага, где-то ментальные. И сам факт, что вы не будете знать, что с этим делать, как это использовать, как это применить, куда это потратить, как действовать, что делать. Знаете, вот как ребенок, который только учится ходить, читать, писать, считать, вот, и вам будет очень сложно с этим справиться, не имея опыта. И здесь карты советуют вам, знаете, не предпринимать какие-то резкие, внезапные решения. Нужно действовать, идти маленькими шажками, знаете, потихонечку просчитывать каждый шаг. Пусть это касается, возможно, или каких-то трат, что вы куда-то будете тратить свои внезапные, свалившиеся на вас блага, или это работа, которую вы не имеете еще опыта, как делать. Вот потихонечку, маленькими такими шажками будете двигаться, и тогда все шансы, что справитесь с этой ситуацией. Потому что ситуация очень благоприятная для вас. Главное, правильно ею воспользоваться и распорядиться. Ну вот такое событие, очень даже прекрасное, должно произойти у многих, по крайней мере, у вас. Так, личная жизнь дальше смотрим. Первый вариант для тех, кто сейчас находится один. И знаете, у вас такое двойственное состояние. Вас как бы с одной стороны все устраивает, вы счастливы, довольны, так как вы сейчас живете, как вы в каком положении находитесь. И в то же время вас что-то подталкивает завести отношения, войти в какие-то отношения с каким-то человеком.
и вы никак не можете определиться, как же вам лучше, что вам сделать, вступать в эти отношения или же остаться пока одному. Знаете, такие качели. Сначала вам это хочется, потом вам этого не хочется, потом опять вы хотите так, и вот никак не можете определиться с этим. Ну что, здесь нужно посмотреть со стороны и, конечно, определиться, принять решение лично вам, как для вас будет лучше. Ну вот пока такая двойственная ситуация у вас. Дальше смотрим для тех, кто находится в браке, для женатых людей. Но здесь тоже, видите, как бы расклад общий и вариантов несколько. У кого-то это проиграются такие стабильные, хорошие отношения, полное взаимопонимание, гармония. Ну вот такой акцент, что кто-то из супругов хочет взять всю такую инициативу на себя, и чтобы все действия, поступки совершались так, вот как хочется ему или ей. Вот кто-то из вас хочет лидировать, быть таким вот э, хозяином ситуации, положения. А так, в принципе, все благополучно и все хорошо. Еще как вариант, у кого-то из вас произойдет, возможно, разрыв отношений. Но вас же много, видите, ситуации разные. Да, кто-то захочет выйти из отношений, разорвать брак. И такое возможно. Ну, возможно, вы даже сами захотите прервать отношения. Ну вот будете определяться, решать, как вам все-таки поступить. Так, следующая позиция, вариант, скажем так, для людей, которые находятся в паре, но не в официальном браке. Но здесь вот такой период у вас, знаете, не самый счастливый в жизни. Наступает такой момент, что, возможно, или вы манипулируете своим партнером, или он вами. Кто-то из вас обманывает. В этот период ситуация не самая лучшая для вас или для вашего партнера. Идут какие-то манипуляции, что-то нечестно, нечисто. Происходят какие-то такие дьявольские действия. Единственное, что вот по картам можно сказать, что этот процесс как бы неизбежен. Вы подошли к этому моменту не просто так. Предыдущие события, все это подвело к этой позиции. И сейчас решается у вас, что будет дальше. Или вы остаетесь в этих отношениях, или же вам нужно будет уйти из них. Но будет довольно сложно, потому что то ли вы зависимы от партнера, то ли партнер от вас. Вот кто-то из вас обманывает друг друга. Присмотритесь, знаете, когда знаете ситуацию, легче принимать решения, правильно? Так, следующую смотрим позицию – работа. И первый вариант для тех, кто ее ищет. А здесь карты вам советуют, что когда вы приходите на собеседование, нужно быть честным с работодателем и также обратить внимание, честен ли он с вами. Когда оговаривает какие-то условия, предложения, объясняет, что смотрите, какая у вас будет зарплата, что вы будете должны делать. И вот здесь обратите внимание, чтобы не было разногласий, недомолвок, знаете, таких завуалированных каких-то фраз. Все должно быть так четко, честно и открыто. И если это будет так, тогда все шансы получить хорошую работу. Если же вы нечестны с работодателями или он с вами, лучше уходите, ничего хорошего там не будет. Также вариант, что работа, возможно, будет у вас или связанная с поездками, с командировками, или же вам придется куда-то переехать, уезжать. И такой вариант есть. Шанс получить работу есть. И очень хороший. Так, следующий вариант смотрим. Для тех, кто работает. Что у вас там происходит на работе? Как бы работа идет своим чередом, все как обычно, по накатанному. Но вы чего-то не знаете, что-то там происходит. Вы находитесь в каком-то неведении. Знаете, присмотритесь, прислушайтесь. Что-то важное, какая-то важная информация от вас ускользает. Вы чего-то не видите. Может быть, это какие-то
сплетни в коллективе обсуждают, там чего-то моют косточки вам. Может быть, это связано с работой, именно с самой работой. Вот присмотритесь, прислушайтесь. Будет какая-то ситуация, и вам тогда будет легче выйти из нее, решить что-то. Предупрежден, значит вооружен. Так что действуйте, не оставляйте все на самотек. Так, и позиция теперь для тех вариантов, кто занимается своим бизнесом. Или самозанятые. В общем, люди, которые работают на себя. Если у вас свой коллектив есть, свои сотрудники, вас можно поздравить, у вас здесь все слажено, все замечательно, полное взаимопонимание. Если вы же один работаете на себя, без сотрудников, значит у вас также ситуация довольно стабильная эмоционально, все благополучно. Единственное, знаете, такое впечатление, что вы упускаете какой-то шанс заработать. Сейчас у вас такой, знаете, режим экономии, вы стараетесь очень так все планировать, все траты, затраты, не разбазаривать те средства, которые имеете, да. Но вы что-то упускаете, присмотритесь. Карты подсказывают, что вы не видите какого-то шанса, какой-то возможности. Сейчас, в данный момент, если вы присмотритесь, вы увидите, что можете где-то что-то как-то дополнительно подзаработать. Будьте повнимательнее, и, возможно, все у вас получится. Вы увидите эту возможность. Присмотритесь. Итак, с этим у нас все. Смотрим последнюю позицию – финансы. Ну, с финансами такая, знаете, подзависшая ситуация. Денег пока не видно. Вы ожидаете, скорее всего, какие-то выплаты, какие-то оплаты. Может быть, кто-то кредит оформляет, может быть, какие-то выплаты ждете, кому-то зарплату не выплатили. И ситуация зависла. Знаете, вот единственное, что карты здесь советуют, не сидеть и не ждать на месте, а ходить, договариваться, звонить, писать, решать, предпринимать какие-то действия. И тогда все шансы получить эти деньги, вы получите их. Да, но не сидя на месте, нужно действовать. И не сиюминутно, но чуть-чуть дальше туда, вот по времени, вы все равно получите свое. Главное не сидеть на месте. Ну что, Водолей, таким был для вас общий прогноз на июнь месяц. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!